Уважаемые коллеги, а сейчас мы с вами поговорим о технологиях оценивания образовательных результатов. Дело в том, что сейчас мы очень много говорим о качестве образования. И, безусловно, существуют разные способы, разные приемы, а также разные программы оценивания этих результатов. И мы с вами находимся в таком сейчас времени, когда нас постоянно оценивают, да? Постоянно, регулярно, систематически мы проходим какие-то тесты, нам предлагаются срезы, и по окончании наших каких-то больших мероприятий мы также проводим различные контрольно-измерительные процедуры, которые позволяют нам оценить, насколько качественно проведены те или иные мероприятия. Если мы говорим об образовательной системе, то насколько наше образование работает в тех направлениях, которые изначально были определены. Уважаемые коллеги, об американском, так, наши коллеги здесь, да? Об американском опыте оценивания образовательных результатов мы, Андрей, вы начинаете, да? Мы будем говорить сейчас с нашими коллегами. И я предоставляю слово Коптелову Андрею Витальевичу, представителю университета Сэма Хьюстона. Доброе утро еще раз. Значит, мы сейчас будем говорить о том, каким образом управление образования и школы собирают и анализируют данные по каждой школе. По каждой школе, по каждому, ну, не по каждому классу, а как бы 7 классы, 8 параллели. Спасибо. По-английски это great. Параллели, да. По каждой параллели. Значит, прежде всего, я должен вам сказать следующее. Начиная с начальной школы, существует система очень строгого тестирования, которая называется STAR-тест. S-T-A-A-R тест. Это система, которая начинает работать с 3 класса. То есть в 3 классе учащиеся сдают тесты, берут тесты в конце учебного года. Обычно это не в самом конце, это вот, предположим, учебный год заканчивается 31 мая, а тесты где-то бывают в конце апреля. Для чего? А для того, чтобы результаты могли быть обработаны и к концу мая получены назад в школу. Потому что тесты, которые берут учащиеся, они предоставляются школам из школьного министерства образования. Вот я карту здесь вывел. Значит, давайте я немножко побольше сделаю. Это США. Вот. И если мы возьмем, пойдем немножко ниже, значит, вот Хьюстон, где я работал, и наш университет немножко севернее. Вот, значит, столица штата Техас — это Остин, и там находится Texas Educational Agency, то есть Техасское образовательное агентство, другими словами, Министерство образования штата. Тесты разрабатываются для каждой параллели, начиная с 3 класса. 1, 2, а также в школе есть детский садик, два уровня детского садика. Маленькие, там, с 4 лет, потом с 5, а с 6 уже они начинают 1 класс идти. Да? Эти дети никакие тесты не берут, они слишком малы. С 3 класса учащиеся берут тесты по различным предметам, в зависимости от параллели. В зависимости от параллели, не по всем предметам, а по каким-то.
мы потом спросим Билла, он может вам поконкретнее сказать, или посмотрим. Значит, эти тесты из Министерства образования присылаются в каждую школу. В каждую школу. Они запечатаны очень строго, очень строго. Перед тестированием учителя идут на педсовет, и с ними проводятся специальные тренинги, как будет проводиться тестирование. Тестирование производится на специальных бланках, специальными карандашами, ну, обычными карандашами, но они подточены, пачки карандашей. Учитель проводит тестирование, на нем лежит очень большая ответственность. Если ему нужно выйти в туалет, есть другой учитель, который стоит в коридоре у класса, он заходит, тот уходит. Вот. Значит, результаты тестов запечатываются назад. Учитель не имеет права посмотреть, не должен смотреть, что там вот у меня Мария ответила, там, или Билл ответил, или что-то. Просто собираются эти бланки, кладутся в конверт. Конверт запечатывается администрацией школы и отсылается назад в Министерство образования. В Министерстве образования специальный департамент по оцениванию академических результатов анализирует каждый тест каждого учащегося. Поэтому я вам сказал, что тесты проводятся во второй половине апреля, ближе к концу апреля, а результаты в школу приходят только ближе к концу мая. На основании этих тестов делается репорт, который официально помещается на в интернете по каждой школе. И даже родители, не только, ну и естественно этот репорт приходит в школу, директор делится с учителями, учителя все видят, кто как ответил, кто какие вопросы пропустил, данные в цифрах, в графиках и так далее. То есть это очень серьезно. На самом деле это большущая головная боль для учителей. Большущая головная боль. По нескольким причинам. И для учеников тоже. Потому что если мама болеет, то и ребенку плохо. Значит, для учеников тоже, потому что вот эта вот строгая система тестирования и финансирование школы на основе результатов тестирования. Я говорил, но могу повторить для того, кто не слышал, в Техасе есть 4 категории школ. Самая лучшая школа, которая имеет наиболее высокие показания по результатам вот этих вот академических тестов, она называется exemplary. Отличная. И она получает больше финансирования, больше денег. Директор может купить больше техники, отправить учителя на конференцию и так далее. Купить новые столы. Вторая категория школ, опять же на основе результатов академического тестирования, называется recognized. То есть она признана, что она работает хорошо. Чуть-чуть меньше финансирования. Третья школа называется acceptable, то есть приемлемая, поменьше денег. И уже, так сказать, она на вид, поставлена на вид, используя такую русскую фразу, да, поставлена на вид. То есть она между небом и землей. Потому что четвертая категория школ называется неприемлемая, unacceptable. Если школа сохраняет такой статус unacceptable в течение 3 последовательных лет, школа закрывается, все учителя и администрация школы распускаются, не увольняются, а распускаются. Ну нету школы, нету работы, правда? Вот. Проблема возникает большая. Вот детей надо перераспределять по другим школам и так далее, и так далее. Это позор для школы. Вот. Поэтому все директора, вся администрация нацелены и учителя нацелены на то, чтобы результаты тестов были как можно лучше. Что происходит? А происходит то, что в течение года учителя вынуждены меньше тратить время на какую-то креативную работу, на какие-то интересные проекты, хотя, может быть, это неправильно, а больше тратить времени на натаскивание к тестам. Потому что учителя имеют тесты с прошлых лет, как образец, и имеют просто образцы тестов. То есть не тот, который был в прошлом, позапрошлом годе, а им еще из министерства присылают вот образцы тестов для вот. И поэтому учителя все время, так сказать, вот эту вот такую тренировку с учениками, вот эти вот постоянные предметы. Давайте я вам покажу сейчас. Я вам сейчас хочу показать, как эти материалы,
как эти материалы можно найти в интернете. Вот это сейчас я пошел на Министерство образования Texas Educational Agency, веб-страничку. Вот. И я могу пойти и посмотреть, видите, здесь данные позапрошлого года. Да? Нет, прошлого года. То есть данных этого года еще нет, потому что даже школы еще их не получили. А они вот-вот получат. Данные прошлого года, академическая успеваемость. И вот здесь вот мы можем посмотреть по конкретной школе или по управлению образованием. Я надеюсь, что интернет нам даст возможность это открыть. Давайте посмотрим по конкретной школе, например. Немножко медленный интернет. Ну, тем не менее, мы увидим, если он откроет, мы увидим. Если нет, я вам расскажу. Значит, там просто конкретная школа. Как это опять слово, это great, это параллель, конкретная параллель, какие результаты по математике, какие результаты по языку, какие по истории и так далее, и так далее. Вот. А в школе также идет, вот смотрите, сейчас я вышел на эту страницу и попробую написать школу. Вот школа, в которой я когда-то работал, называется Фонвилл Middle School, то есть средняя школа, это 6-8 класс, она находится в графстве Хэррис, и меня спрашивают, ты хочешь в PDF формате получить? Я говорю, да, хочу посмотреть в PDF формате. Сейчас он мне должен загрузить в PDF формате все данные академической успеваемости по этой школе. Помимо этого, в каждой школе направляются еще другие данные. Мы сейчас говорим об анализе данных, правильно? О технологии анализа данных. Значит, направляются другие данные. Но эти другие данные, они как бы самой школой предоставляются, в свою очередь, в министерстве. Первое. Количество учителей. Сколько в школе учителей? Я попробую открыть, почему-то не открылось, вот мы получили. Прошлый год. Школьный округ. Хьюстонский Independent School District, независимый школьный дистрикт. Имя школы. Номер, который присвоен этой школе. И очень хорошие результаты. По сравнению с тем, что было. Она met стандарт, значит, она соответствует стандарту. То есть эта школа, вероятнее всего, будет accepted. Или даже recognized. Давайте посмотрим результат. Вот такие вот данные, вот такие вот цифры здесь есть. Общее, ну там пойдет дальше и час. Смотрите, какое огромное количество данных. Значит, все соответствующие параллели и выше. 2018 год по сравнению со штатом, по сравнению с управлением образования, по сравнению конкретно по школе. Дальше идет этнический состав. Этнический состав, да? Вот. Идет сколько учащихся, которые требуют специальных, которые имеют специальные нужды. Сколько учащихся из малообеспеченных семей. Сколько учащихся в процентном содержании, которые плохо говорят по-английски. И дальше, если мы пойдем дальше и смотрим каждую параллель и предмет. Что по письму, что по чтению, 2017-2018, и тоже в соответствии, так сказать, и с этническим составом, и в соответствии со специальными нуждами, и прочее, прочее, прочее. И сравниваться со штатом, с дистриктом и тому подобное. Вот смотрите, здесь интересные данные, например. 8 класс, чтение. Так, значит, студенты, которые сдали тест по чтению с первого раза. В этой школе 79% студентов в сравнении с другими по штату. 73% в сравнении с дистриктом. Это они так сравнивают. А если говорить о том,
что там со специальными нуждами, английский. Вот те, кто английский не знает, смотрите, только 32% смогли этот тест сдать с первого раза, потому что они плохо английский знают. Да? А вторая колонка вот здесь, она говорит, студенты, которые требуют дополнительных инструкций, дополнительного обучения, то есть они завалили, не сдали, то есть вот сколько процентов. Ну, естественно, 79 сдали, значит 21 не сдали. Вот, и так далее. Ну и дальше есть еще дополнительные какие-то категории стандартов. Точно так же идет по математике, точно так же идет по истории и прочее, прочее. Значит, огромное количество данных по разным категориям. Вот если я даже буду пролистывать сейчас, вы увидите, сколько страниц здесь занимает. Вот. И кроме того, данные помимо этого теста, значит, даются такие, что в 2016-2017 за год всего выпустилось по всему школьному округу 10 607 учеников из категории middle school. А по штату вот сколько? Такое количество. Дальше. Сколько African American students, так, выпустилось из этого количества? Сколько Hispanic students, то есть из латиноамериканских стран? Сколько белых американцев выпустилось? Сколько американских индейцев? Есть такая категория, которая очень большие владения. Сколько детей, выходцев из азиатских стран выпустилось? Сколько детей с островов Тихоокеанских? И сколько детей, у которых смешение рас? Мама, например, африкано-американа, а папа из Азии и так далее. Вот. Ну и различные другие данные, которые управление образования предоставляет любому человеку, который захочет посмотреть. Для чего это нужно и почему? Ну, во-первых, вы видите, что огромное количество данных совершенно по различным направлениям. Я еще могу крутить и крутить этот документ. Значит, в школе, кроме того, еще приводятся данные, я начал говорить, сколько учителей всего, сколько учителей имеют образование с дипломом бакалавра, с дипломом магистра, с дипломом докторской, кандидатской диссертации, да? Опять же, по этническому составу сколько учителей. Белые там американцы, африкан-американ, испаники и так далее, и так далее. То же самое по учащимся. И даже можно найти данные, которые говорят о том, сколько дней учащиеся пропустили в школе. То есть сколько дней пропущено в году учащиеся. Очень важный момент. Потому что, опять же, финансирование, оно может быть на разном уровне, я вам объяснил, каким образом, да? Но оно идет поголовно. Когда я работал, это было 8 лет назад, 3000 на ученика давалось в год. По душевой, да, по душевой. Вот, значит, если в школе было 1250 учеников, ну, умножить на 3, даже грубо, 1200, это порядка 3 миллиона 600, ну, 1200, близко к 4 миллионам долларов на школу выделялось в год, в зависимости от количества учеников. А если ученики пропускают, и пропускают больше, чем положено, эти 3000 вычитаются. То есть каждый день учитель должен обязательно отмечать присутствие. Это делается на компьютере, и это присутствие посылается в Министерство образования автоматически по интернету. Вот. То есть вот даже такие данные, и то они, значит, есть там. Для чего вот это нужно? Ну, во-первых, демократическое общество. Люди хотят знать, как у нас в штате, как у нас в городе образование построено, да? Какие успеваемость школы, да? Для учителей и администрации школы проводить анализ. Плюс они еще получают поголовно ответы каждого ученика, и могут сказать, вот на это не ответил, на это не ответил, и так далее, чтобы на будущее анализировать. Значит, есть такая система поощрения учителей. Если, например, в школе в этом году плохо по математике дело было, а в следующем году у 3 учителей математиков результаты резко пошли вверх, учителя получают так называемые стипендии.
Мой личный опыт. Самое максимальное было $7,5 тысяч за то, что хорошо сдали ученики тест. Минимальное 1000. Вот. Значит, если школа вся хорошо показала, то это вот каждый учитель получит в этом диапазоне. Поэтому учителя, им интересно, заинтересованы. И они нацелены на это. Но опять же, немножко как бы идет перекос больше на натаскивание к тестам, нежели на какую-то творческую, интересную работу в классе. И только профессионалы, которые действительно уже, так сказать, имеют хороший опыт, понимают ситуацию, они могут творчески работать с учениками, делать какие-то проекты и при этом закладывать в эти проекты тот материал, который необходим для успешной сдачи теста. Вот это вот я вам примерно набросал начальную школу, среднюю. Доктор Эджингтон вам сейчас расскажет о том, как ситуация обстоит в старшей школе. Там немножко по-другому тестирование производится. Я объясню почему. Потому что в старшей школе результаты тестирования попадают в поле зрения университетов. И университеты заинтересованы взять хороших студентов к себе. А чтобы приманить хорошего студента, они могут сказать: мы тебе 50% платы за обучение срежем. Или мы тебе вообще дадим. У меня, например, был опыт, мальчик, который играл в шахматы очень хорошо. Он выиграл чемпионат штата Техас по шахматам. Его взяли в Далласский университет и полностью оплатили за него обучение 4 года. Оплатили за него общежитие 4 года и питание 4 года. Только за то, чтобы он представлял Далласский университет по шахматам по всей Америке. Для чего? А потому что Далласский университет на веб-сайте и везде будет говорить: чемпион Америки там, или второй призер по шахматам Америки, студент. Вот это тоже интересно. Так же, как и интеллектуально умные ребята. Поэтому вот эти данные учащихся в старших школах, они идут, в них заинтересованы университеты. И вот у меня, например, дочь сейчас, она еще в 10 классе заканчивает 10 класс, да? Но мы сейчас каждый день по почте получаем всякие эти из университетов рекламную информацию. То есть университеты уже за 2,5 года до окончания школы они уже видят результаты тестирования ученика, они примерно могут, так сказать, прогнозировать. Они начинают делать так, чтобы на них обратили внимание. Вот таким вот образом. Потому что плата за обучение достаточно высокая. И обычно студенты заканчивают университет с долгами. Долги — это вот студенческие кредиты. И потом несколько лет им надо, так сказать, немножко подтягивать ремешок для того, чтобы с этими кредитами рассчитываться. Вот сейчас я тогда доктору Эджингтону передаю микрофон, и он вам расскажет о тестировании, системе тестирования и обработке данных в старших школах. Старшая школа — это 9-12 класс. What's interesting, and what Andrei may not have said, is that because this is a public report, что интересно, и Андрей, может быть, даже не сказал вам об этом, это репорт, который для общественности предоставляется. Публичный отчет у нас. We have the same. okay, at the very bottom of this report are the demographics of each school. А вот внизу этого отчета демографические данные по каждой школе. So we know for each grade how many white students, how many African American, how many Hispanic, how many Asian Pacific Islander. Мы можем найти, мы знаем по каждой параллели, в каждой школе, сколько белых американцев, сколько выходцев из Азии, из островов и так далее. And we also know how many students are bilingual, that English is not their first language, how many special needs students are at each campus, at each grade. И мы также знаем, исходя из вот такого вот репорта, сколько у нас учеников плохо говорят или вообще не говорят по-английски, и сколько учеников, которые требуют специальных каких-то, которые имеют специальные нужды. And the faculty is also listed at the bottom. And the number of white faculty, African American faculty, Hispanic faculty. И учителя также там предоставлены внизу этого отчета, сколько белых, азиатов и так далее. Ну, я чуть говорил об этом. And how many years they have been teaching. Brand new,
or first year, 1 to 5 years, 10 to 20 years. И какой у них опыт, например, там, стаж, да, стаж, сколько стаж. And even what range, what salary range the teachers have. Правда. И даже какой диапазон зарплаты эти учителя имеют. And the reason I bring all that up is to transition into talking about high school or secondary. И почему я это сейчас решил с этого начать? Потому что хочу сделать такой переход к старшей школе, с 9 по 12 класс. Because as he explained, each school is given a rating, exemplary, recognized, acceptable. Ну, как я уже объяснил, каждая школа имеет определенные категории, там, отличная, признанная и так далее. But the state also looks at all of the schools in that district to give the whole district a rating. Но штат также смотрит на все школы под управлением образования, для того, чтобы дать управлению образования определенный рейтинг. So in Houston, if, for example, the school he showed, Farmville, met standard. В Хьюстоне, например, ту школу, которую он вам показал, я вам показал, эта школа как бы соответствует стандарту. But the state, TEA, looks at every single school, secondary, middle school, elementary, to give Houston ISD an overall rating. Но штат смотрит на все школы, не только на одну, он смотрит на все школы, и на начальные, и на старшие, и на средние школы, которые включаются в Хьюстонский Independent, независимый школьный дистрикт, для того, чтобы дать рейтинг этому управлению образования, Хьюстонскому независимому школьному дистрикту. And by law, if a campus or a school consistently is at the bottom, И по закону, если школа постоянно в самом низу, the state can take that school over and run it itself. тогда штат может решить не закрывать эту школу, а он может как бы ее отделить от управления образования и управлять этой школой уже непосредственно из министерства. And in the last 10 years, 4 high schools in Houston have been taken over by the state. Например, последние 10 лет 4 школы, старших школы были забраны из управления образования Хьюстона и сейчас находятся под управлением непосредственно штата, то есть министерства образования. Why? Oh, why? Because they consistently performed poorly. Потому что они постоянно показывают низкие результаты академические. The first year they performed poorly, they were put on a growth plan. Первый год, когда они плохо показали, плохие результаты, их ставят как бы на исправительный план такой, на рост план. Да, да. And given a set amount of time to improve. И дается определенное время исправиться. And these 4 could not do that. И эти 4 никак не смогли ничего сделать. But that's why I mentioned all of that to talk about the secondary ratings. Ну и как я упоминал, значит, категории старших школ. In the secondary school, the testing is a little different in that they're referred to as end-of-course exams. Вот тесты в старших школах там немножко отличаются, и они представляют из себя экзамен по окончанию курса. And there are 5. Их всего 5 экзаменов. English 1 and 2. Английский первого уровня и второго уровня. Biology. Биология. Algebra 1. Алгебра первого уровня. And American history. И американская история. And so those 5, the student has to pass all of those in their time in secondary school. Every year. Okay. Over the course of their time in school. They take it at the end of a course. Okay, I understand. Okay, I got it. Вот эти 5 учащиеся должны обязательно сдать, обязательный экзамен должны сдать в течение, пока они находятся в старшей школе. So the state looks at how the students score on those 5 tests. И штат смотрит,
как успевают, какие результаты показывают студенты по всем этим 5 тестам, экзаменам. But there are other criteria that are used to determine their overall rating. И второй критерий, который не используется в целом, как идут дела. For example, the state looks at how many of the students took college entrance examinations, the SAT or ACT. Также штат смотрит, сколько студентов взяли и сдали, и как они сдали экзамен, который называется экзамен для колледж, для поступления в колледж, который называется SAT. И SAT and ACT, right? SAT and ACT. Because the STAR scores and the end of course scores don't determine if one gets into college. It's these scores. Потому что вот то, о чем я говорил, это вот STAR тест и оценки за STAR тест, и также оценки за эти 5 курсов, которые в старшей школе студенты получают, они не определяют, насколько готов студент, учащийся, поступить в колледж. А вот это SAT и ACT тесты, они определяют готовность учащегося поступить в колледж. The state also considers the number of dropouts from that secondary school in a given year. А штат также учитывает количество студентов, которые отчислены или просто ушли, перестали заниматься в старшей школе. Такое реально. And the state also looks at how individuals in each minority group scored on those 5 tests. И отдельно штат также смотрит, как учащиеся из групп меньшинств, групп, как они эти тесты сдают. And so a school could have acceptable test scores. Школы могут иметь приемлемые результаты тестов. But if they have a number of dropouts, and I don't know what the magic number is this year, but if they have a number of dropouts, or if the number of African American students does not do well throughout all of the tests, or if the number of English language learners do not do well on these exams, then they could get the lowest grade. Результаты тестов, например, в старшей школе могут быть достаточно приемлемые в целом. Но если, например, количество учащихся, которые бросили старшую школу, или отчислены из этой школы, да, достаточно высокое, или же, скажем, African-American студенты очень плохо сдали эти тесты, только эта группа, предположим, или те, которые плохо говорят по-английски, тоже плохо сдали тесты, то тогда вся школа целиком может уронить свой рейтинг, независимо даже от того, что общая картина вроде бы смотрится неплохо. And another consideration is how students in low socioeconomic status perform. И еще один очень важный фактор, на который обращается внимание, это как учащиеся из малообеспеченных семей, так сказать, учатся, какая у них академическая успеваемость. And so I know many of you as teachers and administrators, when I have described this, are thinking, that may not make sense to me. И я понимаю, что, может быть, многие из вас, учителей или администраторов, когда вот я это все объясняю, про себя думают, смысла для меня не имеет. Что за такое? But in our country, perhaps as in yours, education, decision, and policy making is rarely done by educators. Но в нашей стране, а может быть и в вашей тоже, решение в области образования и разработка политики в области образования в большей степени делается не педагогами. Right now, the philosophy of the United States is to send people to college, if they want to go to college, somewhere, somehow. Our thought is as many college as we can get. Окей. Сейчас, например, тенденция такая в США, что побуждать студентов и
посылать учащихся, вернее, посылать учащихся получать высшее образование как можно больше, чтобы они, так сказать, шли получать высшее образование. But that will probably bring up a philosophical and pedagogical discussion that could go on for days at another workshop. Это, наверное, займет еще не один день такой вот семинара, чтобы обсуждать философские и педагогические аспекты, почему это делается. Questions? Maybe, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать вопросы, поскольку, да, уже времени не так много у нас осталось, фактически его совсем не осталось. Да. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Есть ли уточнения какие-то? Можно спросить? Да, конечно. Те учащиеся, да, студенты, которые не прошли вот этот обязательный экзамен, не сдали экзамен с первого раза, то потом они еще что-то повторяют или не сдают? Имеют ли они возможность сдать повторно экзамен? Потому что тут прозвучало, что И с первого итоговый раза. экзамен. Я понял. Those students who could not pass a standardized test or course exam for the very first attempt, do they have any other possibilities to take or do something for them? That's a very good question. The question was, if the students are not successful, do they have any other options? Очень хороший вопрос. Если студент не успевает, если у него какие-то другие пути, And they do. и у них есть. They must be successful on those 5 exams to get a high school diploma. Они должны сдать эти 5 экзаменов для того, чтобы получить диплом Аттестат. школы, аттестат. Да. If they're not successful by the time they're ready to graduate, Если они не успевают, то есть не Если сдают они не сдают. ко времени, когда они должны уже выйти из школы, if they have successfully passed all of their coursework, if they have completed the requirements for all the coursework, then they receive a certificate of completion. но при этом они вроде бы в классы ходили и все задания выполняли в классах, но только вот эти экзамены никак не могли сдать, да? Тогда они получают не аттестат, а сертификат о том, что они Прослушаны в курсе. А в младшей школе значит, значит, в младшей школе и в старшей школе там схема немножко другая. Например, если учащийся вот этот вот тест, какой-либо тест или несколько тестов штата с первого раза не мог сдать, значит, тогда летом в каждой школе, предположим, последний день года, это 31 мая, вот в этом году, значит, скажем, условно говоря, с 4 июня в школе будет еще один месяц, называется летняя школа, для тех, кто завалил. Эти ученики обязаны приходить в летнюю школу, иначе их не переведут. Они приходят в эту летнюю школу, учителя, предметники работают с ними, эти же учителя работают с ними, если учителя хотят работать. Как они могут хотеть или не хотеть? Им говорят, поработаешь в летней школе, экстра, дополнительная зарплата. Вот твоя месячная зарплата, значит, за этот месяц, за июнь, ты получишь 2 зарплаты. Вот. Обычно учителя соглашаются, потому что отпуск 2,5 месяца, 1 месяц уйдет в летнюю школу, еще останется там как минимум месяц, можно эту там, зарплату, да, использовать на какие-то дела. Да, прокатиться куда-то или отремонтировать. Вот. Значит, они в течение месяца ходят на занятия не только по тому предмету, который они завалили, математика, а у них как бы школа продолжается. Они ходят, кроме физкультуры. Вот. У них есть математика, у них есть язык, у них есть история, у них есть науки. Наука – это общий предмет такой, да? И они вот это ходят, месяц ходят, а потом снова дается тест сдавать. И обычно они уже, так сказать, более успешно, во-первых, еще месяц запомнился. И потом, по моему личному опыту, мне так кажется, показалось так, что обычно вот идет повторные тесты, они тоже из штата даются, да, немножко легче. Это мое персональное такое ощущение было почему-то.
Существуют ли искусственно созданные высшие, ну как бы лучшие школы за счет того, что избавляются от учащихся, которые не справляются с тестами? Are there any schools that interested to get rid of the students who show a low performance? Some kind of Понятно, them что away. это негласно. We understand that nobody says about it on the report. And that's a very good question. Это отличный вопрос. Что волнует? By law, the schools have to educate that child. По закону школа обязана учить этого ребенка. And У нас тоже. a few years ago, particularly in elementary school or primary school, if they were afraid that a child might not be successful, they would refer them for testing to require to be a special needs student. Раньше, вот, например, так, да, если, знают уже и чувствуется, учитель говорит, бесполезно, завалит. Вот. Значит, если вот такие учащиеся есть, тогда их предлагается протестировать, чтобы перевести в категорию учащихся со специальными нуждами. Там уже другой уровень тестирования пойдет, понимаете? Там будет дополнительный учитель. However, in the last few years, the law has changed so that special needs children must take the exams as well. И вот раньше-то вот такие вот, которые со специальными нуждами, они даже и тесты не должны были давать. Тем не менее, несколько лет назад закон поменялся. И эти дети со специальными нуждами, они обязаны такие вот стандартные тесты или экзамены тоже сдавать. А нужно ли согласие родителей с этим? Does school ask about parents' agreement? If they need to ask, would you like your child to be moved to the special education? Yes. 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 The question was, do the parents have any say in if their child is moved to special education? А Yes. если врачи оставили на второй ложь? Are there any experience that they just retain students at the same Или time? это бесплатно, или платно. For example, students is not promoted from 7 to 9 to 10. Oh, yes. Is there- There can be instances in which a student is not promoted, and theoretically, by law, if they are not successful on a STAR test, they're not supposed to be promoted. Theoretically. Да, такая практика есть. И теоретически он не может быть переведен с одного класса в другой, если он не сдал эти экзамены. What about parents? If parents not agree with the decision? By law, if the parents do not want their child to receive special needs, the child cannot receive special help. Если говорить об учениках со специальными нуждами, то школа предлагает, надо его перевести туда. А люди говорят, не, он талантливый, гениальный ребенок, что вы придумали? И школа не может перевести, они оставляют его обычно. But what do you imagine the school does if the parent refuses to put their child in special needs classes? What do you imagine the school is going to do because of that? Ну и как вы думаете, что же школа должна сделать, если, например, родители говорят, мы отказываемся от того, чтобы нашего ребенка перевели в категорию детей со специальными нуждами? Что вы думаете, школа должна сделать? На соседней улице другая школа, вот туда пожалуйста. She says, just cross the road and take your child to the school. Unfortunately, we can't do that. But they document, and they have documentation that says, and there have been cases where a child is referred for special services and the parents refuse, and then when they graduate or are about to graduate, maybe they won't graduate or have difficulty, and the parent complains or sues the school. Значит, составляется документация, в которой указано, что школа рекомендует данного учащегося перевести в категорию учащихся со специальными нуждами.
но родители не согласны с решением школы, и ученик продолжает ходить в обычный класс, так сказать, все то же самое делает. Но когда наступает уже момент его выпуска из школы, и он не может успешно все сделать, чтобы выпуститься из школы, эта документация предоставляется в случае, если родители заявляют на школу в суд. And the school pulls out its documentation that says, we tried in grade 3, in grade 4, in grade 5, in grade... We tried, but you refused. And here's where you signed that you refused. И школа достает эту всю документацию и говорит, мы предлагали вам в 3 классе, в 4, в 5, в 6, но вы все время отказывались, вы были все время против. И вот ваши подписи здесь, вот ваши подписи здесь, вот здесь. Вы нас не слушали, что вы хотите. Remember at the beginning of the conference when the minister said, ask questions, ask questions, ask questions. Помните, когда ваш министр образования говорил в самом начале, задавайте вопросы, задавайте вопросы, задавайте вопросы. In American education, we have a similar saying, document, document, document. А в американском образовании мы говорим примерно подобно, но только мы говорим документируйте все, документируйте все, документируйте все. Потому что потом... Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим за представление нам американского опыта, но мы убеждаемся еще раз, как в течение всех вот этих 3 дней, что наши проблемы одинаковые, и что приблизительно все те процедуры, которые призваны оценить качество образования, они также присутствуют в той или иной степени и в той стране, и в нашей стране. У нас также есть и промежуточные аттестации, и итоговые аттестации, и всероссийские плюс проверочные работы, дополнительные срезы. И плюс еще не забываем НИКО, которая проверяет еще и учителей. Да? Но помимо этого, я уже, конечно, не буду останавливаться, а я хотела в своем выступлении затронуть проблему оценивания нашего с вами образования. Потому что с этого года, да, уже очень плотно наша республика, именно наша республика, поскольку в стране эти оценочные процедуры использовались, и по ним также оценивалась дополнительно наша система образовательная. Мы вступаем в систему оценки по TIMSS, PISA, да, и вот с 2020 года уже у нас PISA будет таким официальным дополнительным таким тестовым инструментом, который, ну как надеемся, поможет в несколько ином русле оценить образовательные достижения, поскольку эти все международные процедуры оценивают в большей степени функциональную грамотность, да, и умение применять, в том числе в иных внеучебных ситуациях, полученные предметные знания. Уважаемые коллеги, поскольку время наше вышло, мы уже не будем, да, вот эти вот вопросы подробно рассказывать, но в той или иной степени мы об этом говорили в течение этих дней. Спасибо вам за работу.